Всем ассаламу алейкум, Калайсиздар. Сегодня давайте продолжим влог про мой частный дом. Многие просили, покажи, что ты там доделал, что получилось. Кто не в контексте, можете посмотреть, кстати, по ссылке. Есть первая часть, там вы можете посмотреть, с чего это все начиналось. Так, начнем с навеса. Я вот в сторис закидывал, всем было интересно, говорили, покажи, сколько это обошлось. Навес в ширину 6, в длину 10. Здесь вопросы у меня были именно по высоте, потому что, вы знаете, у меня немножко есть перепад, немножко склон, да, и чтобы у меня вот высота билась вот условно с баней и с этим навесом, мне пришлось ее немножко повыше делать с запасом, потому что если бы я прям под этот навес сделал бы, и когда вот так уклон пошел бы, у меня в конце получается где-то высота здесь вот где-то такая только была бы. И это не очень было бы, поэтому я решил сделать ее повыше. По затратам, сколько мне это обошлось? Металл из сотки трубы, толщина 3. Металл мне обошелся 336 тысяч. Черепицу я купил за 370 тысяч. Ну и работа обошлась 400 тысяч. Мы там за 300 договаривались. Ну, это мой дядька. Я был доволен и еще немножко им добавил. Получилось неплохо. Все полностью покрасили, установили. Туда мне спокойно 2 машины вмещаются. Еще с запасом ширины я специально сделал, чтобы прям широкие такие проезды были, чтобы не париться. Вот такой вот навес получился. Дальше пошли. Ну вот они гортензии. Они очень красиво, классно цветут. Уже как месяц они вот в таком вот состоянии. Вот они все прям расцвели и смотрятся очень красиво, классно. Мне они понравились. Но есть и минусы. Ну как минусы? Есть и такие моменты немного грустные. Давайте покажу. Вот это вот 5-метровая, самая такая красивая была, самая дорогая. Красота, блин, я ее выбрал, самую красивую. Она меня прям радует. Вот она не прижилась, смотрите, она, все иголки выпали, в общем, грустно на нее смотреть. Ну, я ребятам сказал, они пообещали мне ее поменять. Скорее всего, когда сажали, ком разломался, и поэтому она не прижилась. Потому что другие деревья нормально растут, прижились. Вот вторая елочка, которая умерла, не прижилась. Вот остальные, видите, нормально все растут, все классно. Но именно вот это почему-то не прижилась. Жалко, очень жалко. Пока не трогаю, потому что надо будет пересаживать это осенью, нужно будет делать, во-первых. Во-вторых, говорят, возможно, она живет. Ну, я в такое, честно говоря, не верю. Посмотрим, Калай Булатын. Вот эти вот гортензии, видите, они как цветут. Классно, красиво. Они вот вдоль везде посажены. А вот они, наши туйки, уже подросли. Помните, они вот чуть-чуть поменьше были, вот такого где-то роста, где-то сантиметров, где-то 5 точно они выросли. Так, что я еще во дворе сделал? Так, бассейн поставил, каркасный, большой. Воду, кстати, надо поменять. Воду надо поменять, потому что я не могу этого сделать. Потому что мы, короче, переходник потеряли. И вот за ним надо съездить, слить воду и, в общем, заново заполнять. Ну и давайте перейдем, то, что вы сзади вот видите, к детскому игровому комплексу. Вот такой вот комплекс я заказал детишкам. Ну, по функционалу он мне понравился, потому что есть горочка, есть лазилка, есть вот такой домик. Мне дочка всегда говорила, когда ты мне домик на дереве построишь. Вот я ей вот такой домик сделал. И качели. Здесь сейчас у меня висит это гнездо. Также можно просто поменять вот такие вот качели. Они вот на таких карабинах. И это все спокойно меняется. То есть вот это все убирается. И вы вот сюда спокойно можете повесить. И все, качели установить. Также по высоте оно тоже меняется. Вот такие вот у него карабинчики есть, где вы можете просто регулировать высоту, менять. И все, и сделали подлиннее. Это очень просто, очень легко. Мне очень понравилось. Ну и заказал я этот детский игровой комплекс у Серика. Это мой друг, это мой братан, с кем мы очень долгое время работали в Global Building контракте. Я ему сказал, что ты моих детей не любишь, не уважаешь, что ли, мою семью. Бас, верно. В общем, он меня сразу подогнал, Джасап Бирде, рахмет ему. Вот такой вот комплекс, соусмен бетерсех булат нет, но я думаю, блин, поехать к нему сейчас просто нежданчиком, поехать, поснимать, показать его производство. Во-первых, вы увидите, во-вторых, пусть ему будет приятно. Такая братская реклама ВОСом, поддержим друг друга. Ну и про наш орех, кстати. Почему беседки нельзя ставить под орехами, спать нельзя, когда цветет орех, окна лучше закрывать, когда цветет орех. Почему? Я думаю, это просто там какие-то байки про орех, нет? Нет, оно во время цветения действительно не очень полезное дерево. Пока не стал ничего делать, блин, честно говоря, мне жалко. Ну, красивый, классный, пусть растет. Я, кстати, вот здесь как-то один раз уснул, даже поспал, до 4 ночи спал с кайфом, ничего не случилось. Ну и, кстати, вот уже в этом году очень много его плодоносит на Гарандер. Кто не видел, как он растет. Вот, вы видите, вот такие вот орехи, пока они зеленые, и курт здоров, каншамакуп.
бір 5-6 мешок шығатын сияқты 2 ағаштан осы жылы. Не знаю, көреміз енді. Может, пока неохота, Трой Веснич Хорсон. Пока едем, давайте пару слов о Серике расскажу. Мы с ним вот работали в Глобале. Он постарше меня намного, 80-го года. У него погонял, в общем, немец, чтобы вы сразу понимали. Он всегда так заранее все всегда делает, все продумывает, все досконально просчитывает. Мы когда с компании ушли, он начал заниматься, открыл компанию, начал заниматься воркаут-оборудованием. Я ему сразу сказал, говорю, Серик, сделай еще детские площадки, детские комплексы. Я говорю, в Казахстане их в большом количестве никто это не делает, сделай, говорю. И вот с того времени, сколько лет, 7 прошло, 8, он вот только начал делать, потому что он просто так ничего не делает, то есть основательно, он все просчитает, все продумает, где сырье брать, где это брать, чтобы качество не страдало, чтобы цена нормальная, то есть у него, причем не самое такое дешевое оборудование, если так просто сравнить по цене, есть намного, прям дешевое воркаут оборудование, но у него прям оно качественное, это закладывает хороший металл, он говорит, нет, я не буду это делать, я лучше буду там дороже продавать, пусть у меня дороже стоит, пусть меньше у меня берут, но стоит там, ялмай, хорошие, качественные, сондай, короче, мужик, да? И он еще такой, андай барго, такие же мужики бывают, Инстаграм, ТикТок, жок, в общем, то, что я делаю, чем я занимаюсь, он, в принципе, особо не понимает, хотя вроде бы не такой старый, да? С виду он чисто там максимум YouTube может посмотреть и все. YouTube, футбол, гарайт, болды, қалғандар, қызық емес. Кстати, еще такое наблюдение интересное. Мы когда вот вместе работали в Глобале, он был начальником моим непосредственным, а я самый молодой в нашем отделе, такой, ну, молодой, немножко глупый, конечно, сондай. Были моменты, и мы с ним постоянно ругались, очень сильно ругались. Он гонял прям жестко по работе, я его сильно ненавидел, не любил, прям сильно ругались, в общем. Но спустя время мы, наоборот, сейчас большие друзья. Самое удивительное, самое прикольное. Мы сейчас там с семьями общаемся, постоянно вместе ходим, там футбол смотрим, постоянно созваниваемся, советуемся с друг другом, там, помогаем. Вот так вот интересно иногда жизнь вот так складывается, да. Вот. Едем сегодня, кстати, на Лисяне. Кстати, да, помните, я как-то хотел сделать обзор на Лисян. Уже нормально проехали, можно сказать, сколько здесь? Почти 20 тысяч уже проехали, уже масло 2 или 3 раза уже поменяли. В редукторах скоро, мне кажется, надо менять масло. Ну, то есть, есть прям такой опыт вождения нормальный, то есть, почти год, как уже на ней ездим, и все никак не можем снять обзор, холди мижер. В общем, надо снять, если хотите, прям напишите очень много комментариев, чтобы я увидел, обрадовался, сказал, все, go, делаем. Напишите комментарии, если интересно. Келдик. А вон они как раз стоят. Салам алейкум. Айс, братан. Как дела? Сики-байки, класс. Нормально. Мы тебя снимаем, братан. На место нормально выбрал. Да, они нормально. Лайв пусть будет. Да. Это Сике, вот, мой братан, с кем мы вместе работали, про кого я рассказывал. Это Ерике. Ики обожаю еще. Друзья с детства. Бірге жұмыс істейді. Коммерческий директор же, да? Коммерческий директор в Гарант Спорт. И первый человек, который поменял Land Cruiser Prado 20 какого года был? 20-го года. 4 или 2,7? 4-литрового, в идеале, который взял, неделю поездил, сказал, поменяй, я все это продаю, короче, и купил танк. Прикиньте, в Осундайда Казахстана. Танк лучше. Танк лучше? Танк лучше. До сих пор доволен, прикинь. Так, Олег, что ты хочешь, как ты снимать хочешь? Зайдем в цех, покажешь, что. Вот. Хочешь, чтобы я рассказывал все? Да? Я же этого не люблю. Ну, что такого? Как есть, брат? Давай, вот, смотри. Вот металл лежит. Где вы его берете? На что вы обращаете внимание? В первую очередь, чтобы соответствовала толщина металла заданным параметрам и на геометрию самих изделий. Угу. Чтобы ровно, хорошие, правильные углы все было. Нарезали. Потом здесь вот разница, вот у них там есть кое-где выскакивает ржавчина. Сначала ржавчину нужно зачистить металлическими щетками. Здесь это все обезжиривается и только потом заходит на нанесение порошковой краски. Сегодня красится оранжевый цвет с помощью пистолета, наносится на металл, заносится в печь. Вот. И именно соблюдение всех этих технологий дает то, что порошковая краска при запекании будет хорошо держаться на металле. Ну, то есть порошковая лучше или такая обычная?
Я бы не сказал, что какая-то из них лучше. У всех есть свои хорошие качества, преимущества. Самый главный вопрос – это не нарушать технологию. Я не понял, ты целый фильм хочешь создать, что ли? Да. Зачем? Ну, интересно будет, покажем. Здесь сварочные посты, где ребята нарезаны готовые элементы, сваривают уже в детали. После это все зачищаются сварочные швы, ну, чтобы он выглядел эстетично, красиво. Вот, эти столы появились, да? Давно? Да, давно. Есть теннисные столы. Я не видел. Данная часть это где происходит гибка. Это гибка листового металла. Это у нас для более больших, крупных труб. 89 до 100 миллиметров мы можем гнуть. Это вот более мелкие детали. Вот он сейчас гнет. Здесь более высокотехнологическое оборудование. Это станки лазерной резки. Элементы тренажеров, элементы воркаута. Это все нарезается. Вон закладные детали. Вот так вот листовой металл прорезается и разных размеров по чертежам вырезаются детали. Это станок плазменной резки, ну, который сейчас у нами практически уже не используется, редко, потому что у нас появились станки лазерной резки, это более точнее вырезает, да. Склад готовой продукции именно по тренажерам. Разделены по изделию. Вот здесь лыжники стоят. Это наши разработки. Это еще не в прайсе, это просто наработки. Конструктора разрабатывают, ну, пытаемся собрать, испытать. По мере поступления заказов и до конца собирают. Ну, заходит машина и идет загрузка. Данная сторона это полностью металлоцех. Здесь изготавливается все, что связано с металлом. Здесь по дереву? Да, здесь склад именно по деревообработке. Клееный брус, сосна. Клееный сосна, да? Вот. Нету клена, братан. Какой брус ты говоришь? Клееный брус. Склеенный, значит. Клееный. Да, почему клееный брус он лучше? Потому что его не ведет, когда он начинает сохнуть. Если будет цельная доска деревянная, когда она будет высыхать, если она до конца не досушенная, ее начнет вот так вот все вести. Фанера обязательно влагостойкая. Здесь она нарезается на изделие. Это, ну, в простонародье говоря, мультикам. Здесь они вот обрабатывают торцы, закругляют их, чтобы оно... Паски снимают. Да, все верно. Да, вот такие углубления вырезают. Это у нас лестница. Сюда встанут ступени. Это шлифовальный станок, куда загоняется фанера и вышлифовывается. Подготовка к покраске. Это новый станок, да? Конечно. А Абсолютно новый станок. что ты пожалуйста? Это штамки для шлифовки торцов вот этой части. Если тот станок, это вот плоскость вышлифовывает, вот этот станок, он шлифует вот эти края. По бокам, да, чисто? Да. Покрасочная камера и сушильная получается. Сначала накладывается грунтовка, потом она опять отсюда выходит на шлифовку, сбивается в ворст, и потом уже заходит повторно на чистовую покраску. Он грунтовку наносит. Да, это потому что чистая доска, он сейчас ее грунтует. Сутки пролежала, отшлифовали, потом краску нанесли, опять сутки, и потом уже выходит она сюда на склад. Вот здесь, ну, склад готовой продукции. Это полы детских комплексов. Одна сторона вот гладкая, вторая антискользящая. Ну и здесь все элементы, которые уже покрашены. Столбы, ну это все элементы детского комплекса. Здесь борта, крыши, лестницы. Нормально наделали, да, уже? Да, подготовились к сезону. Приходят и говорят, мне нужно было позавчера. И Срочно, поэтому да? срочно надо срочно всем все отдать. В основном клиенты какие? Это в основном частники или кто? Это все, это и B2C частник, это и B2B бизнес, строительные компании, ну и там детские садики, школы частные, ну и также B2G это дворы, благоустройство, грубо говоря. Твои площадки, да, комплексы сильно похожи, допустим, на КСИЛ России, да? Ну, я бы сказал, что они очень сильно похожи на КСИЛ. Ну, КСИЛ это, ну, то есть российский, условно говоря, топ-кой, одно из самых популярных.
Ну, это, Потому что, цена, это тот качество, самое производитель, такое, хороший который производитель. себя зарекомендовал на нашем рынке, да. Да. И поэтому мы максимально приближенно делали так, как это у Ксила. Окей. По качеству, по цене, если с силам сравнить. Ну, мы говорим, что мы по качеству не уступаем Ксилу, но по рынку даем чуть дешевле, чем у Ксила. Иначе нам будет сложно конкурировать с Ксилом. Ну, тем более, это наше производство, его надо. Да, ну плюс, да, делаем из ТКЗ, часто его просят, но то, что связано с благоустройством дворов, он обязателен. Данному производству ровно год, к нам приезжали, проверяли все, что мы действительно существуем, что мы действительно сами все делаем, технологию смотрели и нам выдали без проблем Что с это не ТКЗ. просто так, да? Да. Ну, кстати, эти ребята, которые приезжают от компании, которые сертифицируют, очень радуются, когда видят такие производства. Они прям были воодушевлены, сказали, Конечно. молодцы. Я сам даже рад. Я вот это, честно говоря, еще не видел. Вот первый раз пришел. Тосно, шашу псаган, видишь? Шашу из Ютуба, брат. Вот сколько лет ты готовился к этому? Сколько шел гарант спорта вообще? В общем, сколько лет? Сколько людей у тебя работает? В числе сотрудников на сегодняшний день около 40 человек. Шли мы к этому. Ну, мы на рынке уже в этом году будет 9 лет. 9. 9 Я лет говорю, будет. 8. Оказывается, 9. Ну, 8 было в прошлом году. Да. Скоро юбилей 10. Да, скоро юбилей. Ага. Потому что гарант спорт – это гарант качества. Не, я же себе давно говорил, давай детское делать. Ну, не все сразу получается. Надо к всему Он считает, подойти, он считает, а не- четко все сделать. Я же говорил. Ну, Сначала нужно изготовить, собрать, пощупать, испытать. Ага. Потом можно смело продавать. Подход. Да? Хорошо, такой вопрос, смотри. Вот мы сейчас, вы сейчас делаете под Ксил, да? Ну, есть такое, допустим, какую-то идентичность, какую-то казахскую какую-то, не знаю, стиль какой-то, что-то сделать в дизайне? Конечно, в планах есть, но сначала мы хотели научиться делать именно вот так вот. Когда мы научимся и будем делать правильно вот так вот, тогда уже можно какие-то нововведения вводить и что-то придумывать от себя. Сначала мы хотели хорошо научиться именно работать с деревом, потому что для нас это новый опыт. Все, понятно. Если с металлом для нас было все просто, там что, зачистил, порезал, сварил, в печку загнал, покрасил, все, с деревом все-таки сложнее. Налаш, где вы берете? Из каната или что это? Канат тоже российский, на Урале есть завод, который производит часть изделий, тоже российская, часть изделий мы здесь покупаем. Это именно То есть вот он эти не в детали. таком готовом виде приходит, вы его доделываете, да? Нет, это когда приходит, это овальная деталь, когда она через станок проходит, она становится круглая. Это через пресс проходит. А в ноше Нержавеющая сталь, да. вы его прям как листами просто покупаете? Или? Листами покупается, на лазере в размер нарезается, на гибочном станке гнется и потом на сборку отдается. Все пластиковые элементы мы закупаем в России. Дерево тоже российское? Что ли? Ну, фанеры у нас не делают. И брус также у нас в Казахстане не делают. Я, по крайней мере, еще не встречал. Может быть, надо отработать немножко с нашими снабженцами, может, они где найдут. Ну, фанеру, насколько я знаю, точно не делают. Лес – это все Россия же. Вот это все сами гнете, Все сами гнем. да? Я, Классно станка, да? в нашем оборудовании СТКЗ доходит до 95-96%. Еще раз повторюсь, у нас не казахское получается, именно если говорим мы про металлические изделия, все, что связано с тренажерами и воркаутом, да, ну здесь понятно, дерева в Казахстане нету, да, то там только пластик российский. Все остальное полностью, это все наше казахстанское содержание. У нас уже есть производители порошковой покраски в Казахстане, мы с ними работаем, ну, нормально все. Так, Мнауша, вы что-то на это особо внимания не обращаете, да? На что? Скамейки. Я что-то не видел, что вы продавали вообще раз. Ну, это мы потихоньку дополнительные товары вводим, сильную рекламу мы на них не делаем. Это как доп. Товар для наших клиентов. Ну, Приходят, захотел, да? покупают, да, увидят, говорят, давайте, ребята, вот вы же можете, сделайте нам, пожалуйста. Ну, мы им делаем. Это все на анкерах, с бетон анкером закрепил и все. На сегодняшний день просто не основной наш товар, мы на нем сильно акцент не делаем. Все, братан, давай. Увидимся. В Турции увидимся. Вот такое вот производство моего друга, моего брата. Как видите, у нас в Казахстане, да, то есть ребята, которые
старается производить, причем старается делать это качественно, хорошо, то есть даже своим именем. Так что, если поддерживаете наше производство, поставьте лайк, напишите комментарий, как вам, интересно ли. В свою очередь я оставлю ссылку на сайт Гаранспорт, контакты, если кому интересно будет, обращайтесь. Будем ждать. Рахмет. Now this is my remedy.